Как можно комментировать решение Верховного суда, вынесенное в отношении партии «Единая Осетия», когда явно прослеживается политический заказ руководства нашей республики и Верховному суду, когда Верховный суд не учел основополагающих законодательных актов, которые были перед ним и выносились и на суд первой инстанции. Хоть наша партия и не согласна и с решением суда первой инстанции, но суд второй инстанции полностью показал, что это политическое дело, и никакими правовыми какими-то моментами тут и не пахнет, можно так сказать. Вот передо мной закон Республики Южная Осетия о политических партиях. Здесь в статье 29.1 пункт 4 четко написано, что распределением финансовых средств политическим партиям обязуется Министерство финансов по информации, которая предоставляется Министерству финансов Центральной избирательной комиссии. Здесь речи нет вообще о парламенте, что парламент распределял данные средства. Вот на протяжении всего того времени, когда эти средства выделялись политическим партиям, вот эти средства, они выделялись незаконно. Потому что в законе не прописано, что парламент их может распределять. Это первое. Второе, я сегодня это на суде тоже подчеркнул, что решения, распоряжения председателей парламента, которые были подписаны и по которым были направлены денежные средства, они на сегодняшний день никем не обжалованы, никем не изменены. На основании чего сегодня взыскается сумма тогда с партии «Единая Осетия». Это второе. Третье, на мой вопрос сегодня юристам Министерства финансов, которые ссылались на то, что они узнали только об этом в августе месяце 2025 года, когда это их прямая обязанность знать законы. Юристы в организациях существуют для того, чтобы они знали законы. И они должны руководствоваться этими законами. Министерство финансов должно было проследить, это его обязанности, куда уходят те денежные средства, в каких суммах и на какие цели. Да? Это все сделано не было, наши замечания сегодня учтены не были. И было вынесено, я прямо скажу, политическое решение всеми силами, всеми удобными и неудобными способами препятствовать работе партии «Единая Осетия». Со своей стороны мы можем твердо сказать, что мы будем отстаивать свое право, свою правду будем отстаивать всеми законным доступными способами. И пусть никто не надеется, что попирание основных законов нашей республики кому-то сойдет с рук.